Я люблю свою землю, свою воду. Но моя земля не может прокормить нас. За 15 лет я так и не привык жить за границей. Трудно. С первых же дней. И до дня возвращения. Гарри Тамразян, автор и режиссер фильма «Записки мигранта» у меня в студии. Гарри, очень приятно. Много ли стран вы объездили, чтобы найти героев вашей картины? Нет, много ехать не надо было, так как мы знаем, что больше, так я бы сказал, 2,5 миллиона армян сейчас проживают на территории России, но мигранты, которые едут туда ежегодно и проживают там 8-9 месяцев в год, там, значит, это составляет порядке, там, может быть, больше миллиона. Мигранты? Мигранты, которые У них едут... есть состав? Это мужчины или женщины? Мужчины в основном. То есть, подождите, что это значит для Армении? Вы там были. Что про это вообще говорят? Туда едут мужчины, а семьи остаются в Армении. То есть дети, жены, да, сестры. И с ними вы тоже разговаривали? Да, мы говорили и с мужчинами, мужиками, которые, значит, мигранты, которые работают в России. Кстати, в разных местах России. Ростов-на-Дону, там, Якутск, везде, в общем-то, в Сибири, в Москве, Подмосковье. И это просто удивительное очень явление. Как бы. Они не могут найти работу в Армении, но находят работу в России. И они поддерживают экономику Армении. Понимаете, это составляет денежные переводы из России в Армению, вот, которые посылают наши мужчины из России в Армению, составляет где-то там колеблется между 15 и 30% валового внутреннего продукта. Это огромная цифра. Армения не единственная постсоветская страна, в которой мужчины уезжают на заработки, и от их дохода зависит в некотором смысле бюджет страны, а эти ваши герои фильма участвуют как-то в политической жизни страны? Вот недавние протесты, они как к этому всему относятся? Знаете, есть доказательства, что, ну, может быть, я не знаю, сколько их там было, но они ехали в Ереван в это время. То есть, когда накаляется политическая обстановка, или, допустим, если есть выборы, то они, и это очень, как бы, очень важные выборы, выбирают президента, то многие из них приезжают в Армению. Но в основном это, я говорю так, может быть, 10-20%, которые работают Гарри, в мне не России. хочется рассказывать обо всем, что увидят зрители нашего телеканала в фильме, который выйдет сразу после окончания моей передачи. Но один вопрос у меня к вам еще есть. Его было трудно снимать эмоционально, или это фильм достаточно простой, понятный? Эмоционально очень трудно снимать, потому что вы видите, плакают жены, матери, дети. И очень эмоционально. Они привыкли к такой жизни или нет? Последний вопрос. Ну, никогда нельзя привыкать к тому, что твой отец все время будет где-то на стороне. То есть они говорят, что это как бы Дед Морозы, которые приезжают только под Новый год. Сразу после окончания моей передачи фильм «Записки мигранта». Спасибо большое. Пожалуйста.